Великая Отечественная война оставила отпечаток не только в истории нашей страны, но и в памяти, как пример подлинного героизма. На защиту своего государства поднялся весь народ. Каждый гражданин стремился внести свой вклад в победу. Таким гражданином был и Федор Охлопков, якутский снайпер, на счету которого было 429 фашистов. В этом видео говорим о снайпере Федоре Охлопкове. Охлопков Федор Матвеевич родился 3 марта 1908 года в маленькой якутской деревушке в семье бедного крестьянина. Рано осиротел. Уже в 12 лет Федор заботится про младшего брата и сестру. Мальчик принял на себя все тяготы крестьянской жизни, сумев продолжить дело отца. В 21 год будущий герой организовал в родной деревне первое товарищество по обработке земли. А через 3 года по призыву комсомола отправился на развитие золотодобывающей промышленности в Алданский район работать откатчиком в шахту. Каждый день юноша спускался под землю и вручную добывал золотоносные пески, исправно перевыполняя суточную норму. С детства Федор был приучен к труду, и пока другие после смены валились с ног, парень успевал заниматься в стрелковом кружке, выполнив норматив ворошиловского стрелка. Спустя 2 года Охлопков возвращается в родное село, где работал мастером-механизатором. Помимо этого работал коневодом, заведующим фермой, бригадиром производственного участка и сумел добиться сверхвысокой производительности труда. В 1936 году ему присвоили почетное звание стахановец. С началом Великой Отечественной войны Федор вместе со своим братом был призван в ряды Красной армии. Боевым крещением для братьев Охлопковых оказалась битва за Москву. Тогда в составе 375-й стрелковой дивизии они вместе были пулеметчиками. С первых дней на фронте Федор Охлопков проявил личную храбрость и особое умение уничтожить врага, а также во всем, чем мог, помогал младшему брату. Однако 1 января 1942 года вместе со многими сотнями солдат и офицеров погиб брат Федора Василий. Это было рано утром, когда наши войска прорвали оборону противника и продвинулись вперед на километр. Федор нашел смертельно раненого брата в воронке снаряда. Это событие сильно отразилось на молодом парне. И будущий герой твердо дал себе клятву отомстить фашистам, несмотря ни на что. Уже на следующий день он сумел уничтожить 27 гитлеровских солдат и офицеров. С того дня Охлопков начал вести счет убитых им фашистов. Летом 1942 года Федор Охлопков со своим полком в качестве командира отделения роты автоматчиков участвовал в сражении под Великими Лугами и под Ржевом. 375-я стрелковая дивизия в этих боях с 10 по 17 августа потеряла убитыми и ранеными 6140 человек, около 80% своего состава. В этих страшных боях, как всегда, отличился и Охлопков. Приказом по войскам Калининского фронта от 27 августа 1942 года за подписью командующего фронтом генерал-полковника Конева командир отделения автоматчиков Федор Матвеевич Охлопков был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе сказано: своей храбростью не раз в трудные минуты останавливал паникеров, воодушевлял бойцов и вел их опять в бой. 18 августа во время очередной атаки он был тяжело ранен. С осени 1942 года Федор попробовал себя в качестве снайпера. Он был прирожденным стрелком, удачно действовал и в обороне, и в наступлении. Вскоре слава про лучшего снайпера армии загремела по всему фронту. Федор Охлопков был мастером меткого огня из старой дедовской трехлинейки, не раз выходил и на дуэль с вражескими снайперами. К лету 1944 года на его личном счету было 420 фашистов, и это только те, которых Федор уничтожил из снайперской винтовки. Также он был отменным пулеметчиком и автоматчиком. Вдобавок совмещал умение стрелять из противотанкового ружья, полкового миномета и 45 мм орудия, умел обезвреживать мины. Помимо этого, Федор также ходил в разведку в тыл врага и неоднократно приводил языков. А быть войсковым разведчиком дано не всем, это особый воинский подвиг во все времена. За все эти героические поступки Федор Охлопков был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако командир 1-го стрелкового корпуса посчитал, что данного звания парень не заслужил, и понизил статус награды до ордена Красного Знамени. Летом 1944 года с началом белорусской наступательной операции Охлопков был тяжело ранен в грудь. Пуля прошла на вылет, серьезно задев внутренние органы.
Его направили в тыловой госпиталь. Последняя рана заживала долго, и война для него закончилась. На его снайперском счету было 429 уничтоженных врагов. В апреле 1945 года назначен командиром отделения 174-го стрелкового полка войск НКВД. Федор Охлопков также был участником парада победы над нацистской Германией на Красной площади. За время войны он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны второй степени, дважды награжден орденом Красной Звезды, а также медалью за отвагу. После демобилизации в 1945 году возвратился в родную Якутию. Радостно встретили земляки своего знаменитого снайпера, грудь которого украшала множество боевых орденов и медалей, и только фронтовики, знавшие о его рекордно-боевом счете, недоумевали, почему ему не присвоили звание Героя Советского Союза. Однако награда нашла своего героя только спустя 20 лет после окончания войны. 6 мая 1965 года сержанту запаса Федору Матвеевичу Охлопкову было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Но и в мирное послевоенное время он проявил себя славным тружеником и сильной личностью, с честью и достоинством выполнял обязанности заведующего военным отделом Татинского райкома партии и директора Татинской заготовительной конторы. В 1954 году он возвращается в родную деревню. Зимой он был кадровым охотником, а летом сенокосчиком. В добыче промысловой пушнины и в ручной заготовке сена ему не было равных. С присущим только ему энтузиазмом и высоким профессионализмом он всегда увлекал земляков на высокопроизводительный труд и потому одним из первых стал ударником коммунистического труда. Женился Охлопков на своей будущей верной спутнице жизни Анне Николаевне задолго до войны, спустя много лет после которой ей, как матери 10 детей, было присвоено высокое и гордое звание «Мать-героиня». В 1960 году Охлопков уходит на пенсию. Умер герой 28 мая 1968 года. Похоронен на кладбище родного села. Имя героя присвоено улицам в городе Якутск, поселке городского типа Хандыга и села Черкех Якутии, а также судну Министерства морского флота.